Здравствуйте, ребята, с вами опять я, ваша учительница Талжан. И давайте мы с вами сегодня обсудим тему, как можно образовать вопросительное предложение. Что такое вопросительное предложение? Вообще, предложений бывает трех видов в казахском языке. Утвердительное, вопросительное и отрицательное. Про утвердительное предложение мы с вами уже обсуждали на прошлой теме, на прошлом уроке. Это когда человек утверждает: «Я ученик». Да, я ученик. Да, ты ученик. Да, вы ученик. Да, он ученик. А вопросительное предложение от слова вопрос. То есть человек спрашивает: ученик ли я? А ты ученик? А вы ученик? Или он ученик? И так далее. Давайте сегодня поговорим об этом. Чтобы образовать вопросительное предложение, мы должны вспомнить, как образовать утвердительное предложение. То есть как сказать «я ученик». Из предыдущего урока вы помните: «я» — это «мен», правильно? Ученик — это что? Охуша, молодец. Теперь не забываем про что? Про личное окончание. Это как заодно и будет тема, повторение прошлой темы. Получается, я ученик — это мен охуша ман. Теперь, чтобы образовать вопросительное предложение, по-русски достаточно просто добавить в конце вопросительный знак. И все. У человека получится вопросительное предложение «я ученик». А в казахском языке, как обычно, этого недостаточно. Мы должны добавить кое-что еще. А это еще у нас называется вопросительная частичка. Получается мен окушымын и ба. Ба — это вопросительная частичка. И в конце вопросительный знак. Теперь я ученик по-казахски будет мен окушымын ба. Вот так. Давайте теперь разберем второе лицо. Ты ученик. Ты — это сен, ученик окушы, и окончание к нему какое? Сын, правильно. Сен окушысың, и в конце вопросительная частичка ба и вопросительный знак. Сен окушысың ба? Ты ученик. Теперь вторая вежливая форма. Вы ученик. Вы сіз, ученик окушы, окончание вторая вежливая форма сыз. И в конце молодцы, правильно, частичка ба. Сіз окушысыз ба? Вы ученик. И третье лицо. Он ученик. Нет, мы спрашиваем, а он ученик? Он, ол. Окушы — это ученик. Ол окушы, частичка уже не ба, будет ма. Ол окушы ма? И вопросительный знак. И сейчас, возможно, вы у меня спросите, а почему теперь не ба, а ма? Потому что в казахском языке вопросительных частичек целых 6. Вот они наверху. Ма, ме, ба, бе, па, пе. И каждый из них подходит к определенным звукам в казахском языке. Но я не хочу сейчас об этом с вами говорить, не хочу вас загружать этой информацией. Потому что, ребята, моя цель не перегружать вас этой информацией, а давать самое необходимое, чтобы вы хоть как-то начали уже разговаривать. Потому что если я перегружу вас информацией, у вас пропадет всякая охота в дальнейшем изучать казахский язык. И давайте на этом завершим наш урок и подытожим. Как будет у нас утвердительное и вопросительное предложение по-казахски. Я ученик. Мен окушы мын. Теперь вопрос. Я ученик. Мен окушымын ба. Ты ученик. Сен окушысың. Вопрос. Ты ученик? Сен окушысың ба. И вторая вежливая форма. Вы ученик. Сіз окушысыз. И вопрос. Вы ученик? Сіз окушысыз ба. И третье лицо. Он ученик. И это будет по-казахски ол окушы. И вопрос. Он ученик. Ол окушы ма. Ол окушы ма. На этом мы закончили с вами наш урок. Спасибо, что были со мной. До следующих встреч. А на следующем уроке мы с вами разберем, как можно образовать отрицательное предложение. То есть, как можно сказать: я не ученик, вы не ученик, он не ученик и так далее. Всем до свидания, до следующих встреч.
Конечно, существует очень много видов тех вопросительных частичек, и как их можно применить, и когда они... Ребята, если вы хотите подробнее узнать, как применить эти остальные окончания, об этом мы это будем подробнее обсуждать. Если вы в дальнейшем захотите узнать об этом, мы сможем это. Если вы захотите узнать об этом, мы с вами можем это обсуждать подробнее. Теперь, чтобы разговор вас все равно поймут, вас все равно будут уважать и